Все, приготовились? Мотор, камера. 18:41. Начали! Мы снимаем фильм «Мы дети 41-го года» по книге Мухаммада Магдеева в деревне Урняк, в той самой деревне, где происходило действие книги, где учился сам автор, потому что книга автобиографическая. Сама тема, она знакома тем, кто вырос во время войны, кто был подростком во время войны и кто только родился. То есть это дети, которые познали все тяготы войны. Экранизация такого произведения позволит передать эмоциональную атмосферу того времени тем, кто не знает вообще, что такое война, и уже, может быть, даже не представляет, как жили люди в период Великой Отечественной войны. Конечно, съемки исторического кино — это сложный процесс, это дорогой процесс, потому что уходит эпоха, уходят машины, интерьеры, реквизит, все остается где-то в прошлом, в музеях. Сейчас такое найти очень сложно, и мы полгода собирали по крупицам реквизит, костюмы, лица, похожие на лица тех времен. К счастью, нашли, а так тяжко только в плане именно исторической достоверности, потому что в остальном актеры потрясающие играют. Я, как режиссер, доволен их игрой и просто рад, что у нас в Татарстане растет новое поколение прекрасных актеров, которые просто крадут каждый кадр своей прекрасной игрой. Подростки, которые в то время учились, видно, что они познали вот эти тяготы войны, потому что в то время тем, кому было 13-14, они очень быстро повзрослели. Война сделала их взрослыми моментально. И вот такой осмысленный взгляд, вот такие серьезные лица, вот это все нужно было нам в актерах. И второй такой пласт – это педагоги, которые преподавали в училище. Здесь мы сделали ставку на взрослых актеров Камаловского театра, это Искандер Хайруллин, это Ильтизар Мухаммедгалиев, это актер Кариевского театра Ильфат Камалеев, это актер Тинчуринского театра Рустем Гайзуллин. Кроме того, у нас есть медийные лица, это вот роль Сабира, человека, который прошел через войну, который видел, как мирных жителей вешали фашисты, это наш Зульфат Зинуров. И есть еще учительница музыки, это известная эстрадная певица Айгуль Бареева, которая по своей профессии как раз является педагогом по музыке. То есть вот такой сплав молодых актеров, студентов, уже опытных актеров, народных артистов, он создаст, я думаю, хорошую такую актерскую базу этого фильма. Минем ролем образ боюнча мен бик бедный инде, очлуктан жофаланып йөрүче бер малай. Так, минем ролем Кавказдан сугышның беренче линиясына баручы Азербайджан роле. Сугышчыларга Кавказ җылысы алып барабыз. Бер-ике. Кит әле. Мин сөйлим, син түгел. Син сөйләп Син торырсың. кемгә сөйлисең? Аныш. Син сөйләп ал дип бирексез, давай. Сиңа кыен булдымы рольгә вживаться итәргә? Юк, мин үз ролемдәйм инде. В смысле үз ролең? Үз ролемдәйм. Нак мин менә. Нәг үзең. Нак үзем. Менә аңа җиңел булган. Мин Баязитованы уйныйм, педагогик колледжының укучысын. Әгерҗе кызы. Моңарчы минем клипларда төшкәнем бар иде. Ул клип бит инде ул бер ширканчык алу кино алдыннан. Ләкин менә шушы әсәр, аннары шушы сугыш чоры ул минем өчен дә якын, чөнки минем бабам сугышта булган. Әлбәттә, ул инде бик сөйләргә яратмый иде. Театрга караганда разницасы бик зур, кинода бөтенләй икенче төрле хисләр, икенче төрле кичерешләр. Монда инде иң беренче чиратта профессионаллар җыелганга күрә җиңелрәктер. Аларның бөтенләй бер менә куелган һәрбер кадр, һәрбер секунды, һәрбер кадр ракурс дип әйтәбез бит инде бит. Менә алар бөтенләй бер һәр кеше үз эшен белә. Шуңа күрә менә аларның эше җиңеләйтә дип уйлыйм мин, актерларның эшен. Рольгә керер өчен мин беренчедән үз-үземне күбрәк свободное плавание дип әйтәләр, үземне иркенлектә хис итәм. Иркенләп, рәхәтләнеп үземнең хис кичерешләремне җәям дә, аннан соң инде уже рольгә кереп китәргә ниндидер рамкалар, нәрсәләр, шуларны башкарам. Мы решили поэкспериментировать и снимаем фильм в черно-белом формате, чтобы
Он был больше похож на фильмы советского времени, строим свет таким образом, кадр таким образом. И пока что, мне кажется, получается. Фильмы, на которые мы ориентируемся, это «Летят журавли», это «Иваново детство», потому что это сильные работы, как раз-таки об очень схожей судьбе, особенно Иваново детство, потому что тоже ребенок, тоже дети, тоже подростки и тоже сталкиваются с войной, хотя такого быть не должно. Мне кажется, не должны дети знакомиться с войной. Взрослые тоже не должны, но дети это, конечно, совсем уж неправильно. Хочется, чтобы наш фильм не опорочил ничьих имен, чтобы он не был каким-то срывом покровов. Хочется, чтобы это была простая личная история подростков, которые оказались в неловкой ситуации и которым пришлось слишком рано повзрослеть. Поэтому, когда фильм будет готов, приходите в кинотеатры, на фестивале, где он будет участвовать. Надеюсь, вам понравится.